Здравствуйте все! С вами снова я, Виктория. И спрашивается, кто проводит в 10 утра прямой эфир? Я. Умею, знаю, практикую. Во-первых, давно я не выходила в прямой эфир. Во-вторых, мне вчера на глаза попалась одна книжка, про которую не рассказать я не могу. Она из моей личной библиотеки, поэтому прямой эфир проводится отсюда, из моего дома. Вы видите за мной наш книжный стеллаж, часы. Вот. Так, я покажу вам книжку. Это уникальное издание. Радуга-дуга, Энгмэкчелеш. Выпущена книга Тувинским книжным издательством имени Кунзекеш. Я считаю, что вот это издание должно быть в каждом доме. Независимо от того, есть в семье маленькие дети или нет, эта прекрасная книга станет украшением любой домашней библиотеки. Почему? Во-первых, она двуязычная. Я лично обожаю книги на двух языках. Почему? Потому что, я, например, алтайский, калмыцкий не знаю, но если мне попадется двуязычная книга, я с удовольствием ее прочту, просто чтобы окунуться в культуру, в литературу другого народа. Эта книга на двух языках, я уже сказала, на тувинском и русском. Издана, так я вам сейчас скажу. Причем это не первое издание, это 4-й выпуск. Так, послушайте. Это 4-й том антологии тувинской детской литературы, куда вошли избранные стихи известных поэтов советской литературы. Это Агния Барто, Самуил Маршак и Сергей Михалков. Переведены писателями тувинской литературы разных поколений. Вот честно, я была восхищена именно переводами. Какая прелесть, какая живость, какая эмоциональность в стихотворениях, что в источнике, в оригинале, что в переводе. И я не знаю почему, возможно, из-за того, что тувинский язык именно литературный, красивый, тувинский язык звучит не так часто, как хотелось бы с разных трибун. Поэтому именно переводы вот у меня вызывают прям восхищение. Я вам зачитаю несколько стихотворений, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Сначала я буду читать на русском оригинал, а потом перевод. Так, стихотворение Агнии Барто. Мишка. Все вы знаете это стихотворение. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший. Все мамы читают это стихотворение детям, и мы все чуть ли не с пеленок знаем это стихотворение. А теперь перевод. К сожалению, не указан, кто именно перевел, но оно достойно вашего внимания. Мажалай. Мажалайны терже октап таванында үзе тырткан. Баксыран бол, как бастамен, танда эки жемчуг. Очень мило. Так, еще одно стихотворение. Вот тоже Агнии Барто. «Две бабушки». Я обожаю это стихотворение, потому что, во-первых, иллюстрация милейшая и напоминает мне двух моих бабушек, которых, к сожалению, нету в живых уже. Но они вот, если бы они были живы, они бы примерно вот такую беседу бы и вели. Я читаю. Две бабушки. Две бабушки на лавочке сидели на пригорке. Рассказывали бабушки, у нас одни пятерки. Друг друга поздравляли, друг другу жали руки, хотя экзамен сдали не бабушки, а внуки. Иен. Teyjigeste sandayınga yene höreşken. Tergiin eki öğrendiviz, iyiler çok çuglepeşler. Parşa bile maktangılap, bayırında çedirişken.
Шылгалданы туткан улус, шанындала уйнуктары. Очень милое стихотворение. Качарадан. Так, еще пример. Уже есть творчество Самуила Маршака, чей день рождения мы справляем вот уже несколько дней благодаря участникам международной акции «День поэзии» Самуила Маршака. Так, мяч. Это стихотворение тоже знают все, или, по крайней мере, слышали. Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь? Желтый, красный, голубой, не угнаться за тобой. Я тебя ладонью хлопал, ты скакал и звонко топал, ты 15 раз подряд прыгал в угол и назад, а потом ты покатился назад, не воротился. Покатился в огород, докатился до ворот, подкатился под ворота, добежал до поворота. Там попал под колесо, лопнул, хлопнул, вот и все. Несчастный мяч. Так, бөмбүк. Көглүк эткирмең бөмбүм, кайнаш урап, караңнаттың. Сары кызыл ак көкөңнүм, сени сүргөч жетпестирмин. Колум биле сени часкап, шагла болдум. Халып шурап, тооруң чок tokkuladың. Азыгдыва 15 каттап, ай тедир шурап турдуң. Аон сен да тедир чугуп, чорза, олчаан келбен чоруп кагдың. Огородтап чуулган ояр, халга чедип, ада биле чугуп үнгеш, ээр черге маңнап четтиң. Аңа тугуй ада киргеш, тарс кылдыр чарлы бердиң, оладырла. И третий автор, чьи стихотворения вошли в этот сборник и были переведены, это Сергей Михалков. Так как приближается декабрь, я бы хотела зачитать стихотворение под Новый год. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже у ребят сбыться все желания, нужно только, говорят, приложить старания. Не лениться, не зевать и иметь терпение, и учение не считать за свое мучение. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Как же нам не загадать скромное желание на отлично выполнять школьные задания? Чтобы так ученики стали заниматься, чтобы двойки в дневники не смогли пробраться. Как актуально. Так, я вам сейчас покажу иллюстрацию. Отдельное браво иллюстратору этой прекрасной книжки. Так, а теперь перевод. Кстати, перевод идет рядом, совсем вот сплошь рядом, видите, параллельно. Вот на русском языке, вот на тувинском языке. Çağçılda. Çağçılda küzeyin güzel, çaylar şokka gelir kündey. Kedisinde potanı ver, kereldenip hünnep gelir. Uruklarının güzeli de, uruklarını deyip potanıp yer. Çugla harın hamık kujur, cütkülüğünde, kızımağında. Şıdamığında, merganında, şınçızında, keşehezinde. Öğrediğini hilinçep der, öde yok kolbazında. Çağçılda küzeyin güzel, çaylar şokka gelir kündey. Kedisinde potanı ver, kereldenip hünnep gelir. Çağa eki güzellerini çağçılda güzelinger. Школачы оны алғаны чуглы пешке күседейлі. Багай темдек дневникче шургуп кирип кылбы... Багай темдек дневникче шургуп кирип келбес кылдыр. Пайгы эшөр шакланжар, шудургу бор ужурлук да. Прекрасные стихи, прекрасная книга. Пожалуйста, я призываю всех, вот кого можно, мамы, бабушки, дедушки, тети, дети, покупайте вот это прекрасное издание. Надеюсь, оно еще продается в Тувинском книжном издательстве, но если нет, поищите в книжных магазинах, наверняка есть.
Кстати, это 4-й том, значит, есть и предыдущие 3. Помимо вот этой прекрасной книги, я знаю, я бы хотела сообщить, точнее, я-то знаю, я бы хотела напомнить вам о том, что в нашей библиотеке вот недавно, буквально месяц-два назад, было большое поступление новой литературы. 640 единиц новой литературы прибыло в наши отделы, и среди них тоже есть двуязычные книги. Они хранятся в фондах отдела национальной и краеведческой литературы, и к ним есть доступ у каждого из вас. Ну, к сожалению, в силу того, что у нас 1 или 2, немного экземпляров на руки домой мы не выдаем их в силу того, что это уникальное издание, но вы можете их изучить в нашем читальном зале. Это, например, мифы и легенды тувинцев-тоджинцев. Тувинцев-тоджинцев. Вы знаете, что это малочисленная народность, живущая в Тодже. Республика Тыва признана одним из малочисленных народностей России. У них свой язык. Конечно, мы-то тувинцы поймем, но все-таки этот язык сильно отличается, поэтому их образ жизни отличается от остальной части населения Тувы, поэтому они признаны отдельной малочисленной народностью. Есть также еще 2 двуязычных издания: Эскузол и Курбустухан, дочь Курбустухана, извиняюсь. И кроме этого, 3-е издание. Сейчас вспомню. Или напишу. Я видео сохраню, и под этим видео напишу вот про эти 3 прекрасные книги. Я вот хотела, все никак руки не дойдут, тоже сделать прямой эфир или обзор большой, красивой вот этой энциклопедии «Мифы и легенды тувинцев-тоджинцев». Еще я помню, что обещала сделать прямой эфир про одну из самых топовых в мире книг. Называется «Беседа о космосе». Автор Нил Деграсс Тайсон. Очень известный астроном, философ, в общем, ученый, один из самых уважаемых людей в мире науки и ведущий одноименной программы «Беседа о космосе». Вот. Эта книга возглавляет различные рейтинги самых бестселлеров. Поэтому я бы хотела про эту книгу тоже делать прямой эфир. Просто, немножко руки не доходят. Один раз я дошла, я была намерена сделать то, что я обещала, но книга оказалась на руках у читателя, который увлеченно листал ее в нашем читальном зале. Мы ее тоже на руки не выдаем, она у нас в единственном экземпляре. Но она тоже достойна вашего внимания. Про двуязычные книги, про энциклопедию «Беседа о космосе» и вообще про наши новинки я делала не раз, не один пост. Можете полистать нашу ленту, почитать или напишите нам в директ. Я прочту, отвечу на все ваши вопросы. С вами была я, Виктория. Спасибо за внимание. Еще раз. Радуга дуга, ингмек челеш. Прекрасный подарок под Новый год, ко Дню Матери. 29 или 28 ноября, День Матери. Спасибо за внимание.